Поэтому я критикую жестко Думан, Мухаммедкалим, Динару Егубаеву, вот этих вот бессовестных журналистов. У них сейчас отряд формируется там. Думан, Мухаммедкалим, Динара Егубаева, Улпан Ахмадьяров, ну и другие крысы. Все крысы будут разоблачены, вот эти, кто будет участвовать в этом спектакле. Друзья, вот я жестко сейчас наезжаю, да, потому что уже мне, честно скажу, я не знаю, иначе их это мы не остановим. Здесь деликатничать нельзя. Вы поймите причину моей жесткости. Война идет. Вот этот режим, русский фашистский режим, у нас захватил власть в прошлом году. Тохаев не президент, это фейковый президент, это зомби. Вся наша экономика сейчас работает на Россию. А вот эти вот Курултаи, выборы президента, вот эти всякие инсоды и т.д. и т.п. это все для забалтывания, это все для того, чтобы легитимизировать. Вот кто заходит в инсод, общественный совет, там, в городах, областях, или вот на выборы в качестве наблюдателей, они все контачат. Я 18-го года, 19-й, 20-й, 21-й обращаюсь к народу. Сложного ничего нет. Эту идею я не придумал, друзья. Это вот в 20 веке, 30-е годы, Махатма Ганди, они босиком ходили, индусы. У них ни этих соток, ни вообще телефонов нет, да. Босиком на голую ногу, ну, они умели организоваться, ума хватило. Индию, всю эту интеллигенцию, эти гражданские активисты подняли против оккупантов Великобритании. Народ стал, где-то это принцип несотрудничества. А что такое принцип несотрудничества? Не заходи ни в какой инсот, не заходи ни в какие выборы, ни наблюдателем, никем, не контач, не получай ордена. Вот эти крысы, Асхар Джумадилдаев, Дулат Исабек и другие. Это же очень просто. Если индусы безграмотные сделали в прошлом веке, почему нам вот через 100 лет прошло не перенять опыт, не реализовать? Нет ничего сложного. Мы должны были собраться, люди, которые взяли на себя ответственность выступать перед народом, сесть за стол, выработать линию, как я говорю. Ну, можно было идею, самое главное, открывать народную партию. Мы все входим. А кто не входит, тот предатель. Ну, как в Украине. Кто не прыгнул, тот москаль. Когда они на площадь вышли, мы не можем, как в Украине, полностью повторить, потому что в Украине другая политическая обстановка. Там партии были, там возможность была. У нас террористическое государство, вот только метод, который я предлагаю, люди, которые вынашивают какие-то идеи, планы, хотят взять на себя ответственность по управлению, они должны быть за границей. А остальные люди должны поддержать. Вот в чем самая суть идеи. Но когда выходят вот эти вот Ильтриге, Мамай, там Санджар Бухаев, вот теперь вот одномандатники, типа, это все предатели, они избегают вот таких консолидирующих разговоров, а им это не нужно. Они находят общий язык, их находят, их покупают, им что-то предлагают. В конечном счете их обманывают, используют как презервативы, я извиняюсь, да. Потом за неимением надобности, с брезгливостью их выкидывают. Но они все равно идут, и им конца не будет. Поэтому я их не хаю, я их разоблачаю. Мы должны понимать. Только революция в нашем случае решит. Никакие не выборы, ни одномандатные, многомандатные партии там регистрируют. А то, что я говорю, партию будем регистрировать, 50 тысяч человек мы должны собрать и единовременно выйти в Астану, инвестицию. 1 час на регистрацию. Не регистрируют, у нас есть право за этих охоту взять власть. Как в Грузии там, в 2004 году. Все очень просто. А вот этот огород городят вот эти все клоуны. Никакие... Народ не это, я понимаю, я не то, что я ревную, что там голоса уйдут там этим Думаном, алкашам, Динаром, вот этим политическим проституткам, Егубаевым и другой Шушере. Нет, их не роль, я обозначивал. Какие политики в нашей стране есть? В первую очередь номенклатурные. Они образовались в 1917 году. Вот они идут по наследству, передают этот Кремль. Там самые сидят номенклатуры главные, Шариковых я называю. И вот они по республикам спускали, Назарбаева поставили, 28 декабря, 21 Тухаева поставили, а тут уже как у него свой вот здесь это византийская форма правления, все на колени падают, все работают. Вот никаких выборов нет. Переломить вот эту ситуацию можно только тем методом, который я говорю, которые опробовали еще в прошлом веке безграмотные индусы.